Кабинет министров окажет пострадавшим всю необходимую помощь. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Их передают с балкона соседнего дома. Как видно, взрыв был такой силы, что на балконе выбиты стекла. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием занимается Центральный аппарат СК. На место ЧП направлены лучшие следователи-криминалисты из Москвы. Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам. В настоящее время на месте происшествия спасателями продолжается разбор завалов. Следователями Следственного управления при участии следователей-криминалистов регионального управления СК России проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. На данный момент приоритетной версией является версия взрыва бытового газа. Количество пострадавших уточняется. Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело Главному следственному управлению Следственного комитета России, то есть Центральному аппарату, и уже направлены на место происшествия следователи-криминалисты Центрального аппарата. Эвакуированные жильцы многоквартирного дома размещены в зданиях 2 школ. Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь. За ходом поисково-спасательной операции на месте трагедии следит наш корреспондент Анастасия Ишменева. Здесь по-прежнему ведутся спасательные работы. Сцепление выставлено, сотрудники полиции не пускают никого, в том числе и жителей данного дома, которые пытаются пройти к своим подъездам, которые, напомню, остались невредимые. Трагедия, напоминаю, произошла сегодня ранним утром в 6 утра. Обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой подъездов 6 и 7. По информации, которую нам предоставили, обрушены были 48 квартир, в них проживало 110 человек. 16 человек, по последним данным МЧС, были эвакуированы, 3 были извлечены непосредственно из-под завалов, среди них 1 ребенок, который был доставлен в детскую городскую больницу Магнитогорска. Судьба 79 человек, по информации властей, сейчас остается неизвестной. В Магнитогорске сегодня морозно, ясная погода, температура воздуха сейчас достигает минус 20 градусов, то есть достаточно морозно. При этом людей очень много, такое ощущение, что сюда, в центр города, съехалось пол Магнитогорска. Здесь находятся не только люди, которые пострадали, не только жители ближайших домов, но и люди, которые приехали с других концов города, чтобы помочь. Приносят одежду, приносят горячее питание и помогают волонтеры, кто чем может. Рядом с местом ЧП был организован штаб, он находится в общеобразовательной школе номер 14 Магнитогорска. Среди пострадавших и жителей, которые проживают в соседних подъездах, очень много пожилых людей, женщины, бабушки, они не понимают, что произошло, что случилось, где находятся их родственники, и вот сотрудники полиции и психологической помощи, они объясняют, им показывают. На место оперативно прибыл губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский. Через несколько минут после произошедшего он находился в это время в Магнитогорске, приехал сюда, и он, конечно, координирует все действия властей. Сегодня он заявил о том, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, но самое главное сейчас оказать помощь в размещении людей. Как заявил губернатор, в городе имеется маневренный фонд, и все люди, которые пострадали, либо не могут вернуться